Ну что ж, товарищи, все же я хочу дочитать до конца из этой чудесной книги Александра Степановича Плотницкого, ученого, военного, офицера, краезнавца, писателя, человека, который своей интеллектуальной деятельностью, своей честностью и энергией действительно, можно сказать, участвует в изменении позитивном вообще всего общественно-политического климата в нашей стране своими исследованиями и своими выступлениями в защиту всего хорошего и доброго, что есть в нашей республике. Это книга «Подпольщики» без грифа «Секретно», в которой различные истории в советское время малоизвестные, в постсоветское время должным образом не получившие освещения, собраны. И первый идет рассказ о Маше Брускиной. Я хочу дочитать прямо из книги, с того места, где мы дошли до того, как директор Института истории партии, его заместитель, сказали «нет» и не дали восстановить личность Маши Брускиной. Хотя серьезнейшие специалисты всесоюзного уровня поддержали это и пришли к однозначным выводам. А те свидетели здесь у нас в республике, в Минске, оказались в хреновом положении. О серьезности сложившегося для них положения можно судить хотя бы по реплике одной свидетельницы, которая раньше открыто заявляла: я под расстрелом буду продолжать говорить, что Маша это Маша. Позже отказ от своих показаний она объяснила тем, что должна подчиняться партийной дисциплине. А у нас сегодня в республике нету партии, нет партийной дисциплины, но есть корпоративная попустительская солидарность чиновников, которая всем тем честным людям, историкам и здравомыслящим людям, которые понимают, что куропатская история Поздняка – это страшный фейк и надругательство над памятью жертв нацизма, но они не встают и не говорят это ясным образом. Итак, традиции партийной дисциплины сохранены. Социализм отменен, а партийная дисциплина осталась. О том, каким гонениям подвергались журналисты, участвовавшие в поисках материалов по установлению личности Маши Брускиной, неоднократно писалось на протяжении многих лет. Историки от партии перешли в активное наступление. Они не стремились доказать какую-либо другую альтернативную версию. Их в архивных делах просто нет. Задачей партии было задавить административными методами уже существующую версию и вместе с ней всех тех, кто ее поддерживал. Фамилия Брускиной была напрочь забыта. Во всех документах ее называли неизвестной. Так вопрос установления личности из исторической плоскости перешел в политическую. Для большей весомости аргументов к установлению личности неизвестной были привлечены сотрудники КГБ. Но в расследовании они все усилия бросили на поиск медсестры Ани, той девушки, легенду о которой невольно создала сама Маша Брускина. Ну, как я сказал, это книга исследования, тут вся история восстановлена, ее деятельность и подпольная, и все. Короче, была кличка какой-то медсестры. И Аня точно так же, как у Маши Брускиной, была кличка блондинка. Это равносильно тому, что искать в храмах метрические записи о рождении Владимира Ильича Ленина или Иосифа Виссарионовича Сталина. Таких просто нет. Соответственно, медсестру Аню не нашли. Не было опрошен ни один человек, знавший Машу в рамках расследования КГБ. Для того, чтобы найти истину, надо иметь такую цель. Такого указания не было. В результате поиски медсестры Ани оказались безрезультатными. Но спецзаказ партии был выполнен. Партия велела искать, и искали то, что найти нельзя. И, соответственно, воздержались от высказывания мнения, Брускина это Брускина или нет. Хотя понятно, что абсолютно всем сотрудникам КГБ БССР, а там люди работали здравомыслящие,
и, надо сказать, люди честные и прекрасно понимающие все. Им было ясно, что Брускина это Брускина. Но против партии не попрешь. Прошли десятилетия. Во многих странах мира Маше Брускиной поставили памятники. Где-то назвали ее именем улицы и школы. Закладывают памятные камни на площадях. В изданной в Лондоне книге про Холокост в Израиле под известной фотографией казни просто написано «Казнь Маши Брускиной». Только в нашем родном Минске, где она жила и погибла, продолжалось упрямое бессмысленное сопротивление. Партия отказывалась признавать ее белорусской героиней. Во время проведения круглого стола 23 октября 1992 года, уже у нас нету БССР, да? А у нас что? Преемственная попустительская солидарность чиновников, корпоративная солидарность, которая переползла из БССР в независимую республику, точно так, как с Скоропадским фейком. Рассматривался один вопрос: установление личности неизвестной. Выступили 4 человека. Они являлись прямыми свидетелями и привели соответствующие показания. Также были предоставлены многие другие доказательства, подтверждающие личность Брускиной. Казалось бы, можно поставить на этом точку и назвать ее имя. Но даже после развала СССР позиции старой гвардии историков остались прежними. Да, небольшое отступление. Это чудесная книга замечательного историка Петра Тихоновича Петрикова. Он был директор Института истории. А потом, когда пошла катастройка, и когда пошла перестрелка, и когда пошел развал Союза, а его от этой должности удалили, он стал директором музея нам. Но поскольку он крупнейший историк был, он дал четкую оценку, вот эта малюсенькая его книжечка, которая не упомянута в списке его работ и публикаций, которые нам Википедия приводит, страшно интересно. Тут несколько очерков, в которых он дает исчерпывающую оценку по советской белорусской историографии. Метусню, противоречивость, то, как оборотни, которые сами гнобили научную мысль в рамках истории партии, они потом пошли и рассказывать, как им не давали, значит, какая была неправильная наука советская вся. И он тут особо останавливается на 2 личностях. Литвин, ну, книги под его редакцией, его подход я подробно разобрал в своей серии по книгам Института истории о Великой Отечественной войне, защита исторической правды, смотрите ссылки под роликом, да. И Костюк, а Костюк был тот самый человек, который направил археологию средних веков изучать место массовых расстрелов в Большом Минске, и, соответственно, оно было объявлено тем, чем оно не было. Он поздняк это сделал. Вот эти 2 персонажа. Вот тут очень подробно все это оборотничество разбирает Петрика благословенной памяти. К сожалению, он умер в том самом году, в котором этот сборник был издан. Я инсайд-информацию некоторую имею об Институте истории. Как отмечено в предыдущей части, моя жонка там работала 30 лет. Моя нынешняя жена, это не первый брак. Предыдущая моя жена решила со мной расстаться, она и ее семья, и это причина, по которой 13 лет назад, вот сегодня ровно, я репатриировался в Беларусь из Израиля, где прожил 30 лет. А моя жена работала 30 лет в Институте истории, и она рассказывала мне, как вот этот человек Петриков криком кричал, что отсутствует в постсоветской историографии какая бы то ни была научная методология. Была до этого какая-то хоть схематическая, да, там начетничка была методология. Сейчас вообще методологии нету. И рассказывала нам мне еще одну очень интересную вещь. Как готовились к
пересмотру, да, всего, как в соседних республиках, спаси Господь. И вот собрали в Институте истории массу фактологии, всякого материала про коллаборационистов. Все эмблемочки, значочки, нашивочки, шеврончики, сколько где было в подразделениях коллаборационистов белорусских. И готовились к большому проекту переворачивания с ног на голову всей истории вообще. Как? В окрестных республиках. А тут грянули выборы 94-го года, и народ Беларуси сказал нет проекту манкуртизации, проекту расчеловечивания, проекту фашизации, проекту реабилитации нацизма. Ну, фактология-то собрана, и те самые люди, которые уже ходили и долдили с периода полураспада, начиная в Институте истории, и все начало 90-х годов, что коллаборационисты, они были национальные деятели, все были хорошие, это же надо понимать, какой великий человек был Гитлер, какую великую державу построил, и мы бы в нее вошли, и пиво бы баварское пили, и все наоборот. Но фактология собрана, они же историки, маститые, остепененные, и посыпалась куча всяких публикаций, где, конечно, да-да-да, вот они все плохие, но все вот это подробненько насчет коллаборационизма, оно пошло. Вот. И причем крайности они всегда сходятся, да, то есть как бы оборотничество было сорвано в зародыше, и сейчас те, кто собирали все эти эмблемочки, значочки, шеврончики, они вот рассуждают, какие белорусские полицаи, какие они были гады, и приписывают им непосредственно участие в истреблении евреев, что тоже является ложью, потому что было завезено на Беларусь десятки батальонов убийц из соседних территорий бывших советских республик, Балтийских и Украины, были завезены бандиты для непосредственного убийства людей. Белорусские полицаи, да, понятно, покрыли позором, как все коллаборационисты. Но отметим, что только в Беларуси имело место такое явление, многократно описанное, как то, что полицаи загоняли силой людей. Не могли даже набрать столько, сколько было надо. Вот. Одним словом, так что вот набрали фактологию, и потом пришлось, значит, начинать вот этих коллаборационистов всячески ругать. И куча зато публикаций вышло подробненьких, как вот про всякие различные подразделения коллаборационистов. Мы их осуждаем, правильно? Хорошо, молодцы, что осуждаете. Молодцы. Вот такая инсайд-информация. И выдающийся ученый Поболь, археолог выдающийся, он попробовал заикнуться, когда куропатский фейк говорили, кто вообще так работает, как вы описываете то, чем вы не имеете понятия, почему средние века, какое отношение к средним векам, как вы, что, где. И он тоже, значит, Петриков у нас из директора Института истории стал директором музея Академии наук. А Поболь стал там тоже в фондах работать, уже он, значит, был тоже позбавлен, так сказать, своей ведущей роли. Вот это инсайт из Института истории. Так вот, идем дальше. Круглый стол 92 года. После развала СССР позиции старой гвардии историка остались прежними. Прежними в смысле, значит, в историческом истеблишменте, да? Определенно антинаучность и антиисторизм был советский, но, по крайней мере, было определенное историческое видение, и классовое изучение истории, безусловно, очень много дает для понимания. А потом думали все развернуть вообще на 180 градусов, а сейчас где-то вот между этим всем остались колебаться. С 1968 по 2003 год были опубликованы более 2 десятков статей, криком кричавших: «Сорвите, наконец, этот опостылевший ярлык, неизвестная с казненной подпольщицы». Это же Маша Брускина. Пожалуй, нет в истории Великой Отечественной войны других героев, приковавших к себе столько внимания исследователей, как личность Маши Брускина. Ну, тут имеет в виду
Александр Стефанович, то, что нету больше людей, к установлению личности которых столько приковано внимание. Ну, понятно, там о Рихарде Зорге, наверное, написано больше, чем о Маше Брускиной, но именно в вопросе выяснения личности, да, при том, что буквально ближайшие родственники тут жили, то есть такое вот упорствование. Но, как говорится, бешеной собаке, да, 5 верст не круг, и вот где-то решили упереться какие-то личностные шизопараноические комплексы, вот эти юдофобские, вот эти, значит, советские начетники, которые в душе были антисоветчиками, так, как всякие знаменитые люди, которые были обласканы всеми возможными премиями, работали на работе не пыльной, работали в партийных газетах, во всяких таких местах, и потом, значит, тут некая шизопараноя такая есть внутренняя. И вот они, значит, двинули вот это дело дальше. Они продолжают отказываться признать Машу Брускину Машей Брускиной. Точно так, как Куропатский фейк дожил до наших дней живой и невредимый. Еще и поставили памятник, вообще непонятно кому и какие годы, и фактически назвали нацистский геноцид политическими репрессиями, уравнивая Советский Союз. Вот такой смысл мемориала. Да, Куропатский фейк переполз. А с Машей Брускиной был хэппи, но не энд. Энда еще нет, как мы увидим. Однако только после личного ознакомления президента Республики Беларусь с документами было принято справедливое и благородное решение. Александр Стефанович называет решение президента признать Машу Брускиной Машей Брускиной справедливым и благородным решением. Александр Стефанович точно выверяет свои слова. Справедливое понятно, установлена справедливость. А какое, казалось бы, благородство просто признать Машу Брускину Машей Брускиной? Это требуется большое благородство. Потому что кто говорил не признавать? Это же люди, которые вокруг, это же чиновники и высшие чиновники, и истеблишмент исторический. Ну а где ты можешь взять сведения-то по истории? Приходится с Института истории, Академии наук, больше неоткуда. А они говорят, что Маша Брускина это не Маша Брускина, поэтому большое внутреннее благородство требуется, чтобы встать, пойти против вот этих, которые вокруг приходят и говорят, ну не надо, будет некрасиво, ну зачем? Нет, президент ознакомился с документами и принял справедливое и благородное решение. В преддверии 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, девушки, идущей на смерть со щитом на шее, было официально возвращено имя. Наконец, и Маша Брускина обрела бессмертие. Ну, соответственно, это произошло в 2009 году. Да, и дальше главка, которая называется «Последний бой». Казалось бы, что на этом можно поставить последнюю точку в посмертной судьбе Маши Брускиной. Но почти полвека белорусская власть игнорировала подвиг казненной в Минске подпольщицы еврейки Маши Брускиной. Но еще несколько лет, уже после ее государственного признания в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны продолжали героиню замалчивать. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы в музейную экспозицию была внесена полная ясность, кто же эта девушка на снимках казни, пошедших весь мир. Точнее говоря, скандально опостылевший ярлык уже не употребляли, но суть оставалась прежней. Под фотографиями палаческой работы имя казненной подпольщицы так и не появилось. Неизвестное убрали, а ее имя не появилось. А чтобы скрыть этот зиявший десятилетиями пробел, убрали под теми же снимками имена и двух других подпольщиков, повешенных в тот день с Машей у дрожжевого завода. Кирилла Труса и Володи Владлена Щербацевича. Пояснение к известным снимкам стало безликим. Эпизоды публічного покарання 26 кастрычника 41 года там, да. И ничего больше. Однако рядом с размещенной экспозицией фотографий казни скульптура, выполнена в 1971 году лауреатом Ленинской премии Селихановым, подпольщик Володя Щербацевич.
а немного левее стен с фотографией минских подпольщиков. Среди них тот же Володя в пионерском галстуке, и рядом Кирилл Трус. Таким образом, замалчивание Маши Брускиной отнюдь не отразилось на увековечении памяти ее сподвижника по подполью. Что и говорить, маневр довольно хитрый. Ярлыка неизвестная нет, но и нет имени. То есть что? Фотографии казни есть. Под ними написано эпизод. Буквально рядом размещены поименные фотографии двух жертв этой казни, а Маши Брускиной снова нет. Очень изящно. Неизвестное не написано, но и по известной ничего нет. Последним участником сражения за имя Маши Брускиной стал подполковник в отставке Михаил Нордштейн, бывший научный сотрудник архива, артиллерийский командир советской армии, военный журналист, начальник отдела газеты «Во славу Родины». О достоинствах Михаила Нордштейна можно говорить много, но, пожалуй, самое главное из них – его стремление к правде и справедливости. Доказательство того, что неизвестно на фотографии казни Маша Брускина, он занимался и раньше. То есть до того, как он решил изменить свою жизнь, уже на старости лет эмигрировал из Советского Союза, да, но и будучи во всех своих, как сказано, должностях, он занимался этим и раньше. Годы развитого социализма его не страшили ни мнения по этому вопросу партийного руководства, ни возможность быть растоптанным за игнорирование всех существующих в то время запретов по данной теме. Не остался равнодушным. Детали борьбы за признание ими Маши Брускиной он изложил в статье, на которую далее будут приводиться ссылки. По воле судьбы я стал свидетелем этой борьбы, говорит Александр Стефанович, да хранит его Творец и защищает, и по мере возможностей оказывал посильную помощь. То, что столь затянувшееся замалчивание очевидного, вовсе не случайная забывчивость. Михаил Нордштейн убедился быстро в разговоре с заведующей отделом партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Н. Яскевич, ныне там уже не работает, она дала понять, музей не сам по себе, над ним Министерство культуры. Ну, понятно. Над музеем Министерства культуры, а Министерство культуры это что, научное учреждение? Нет. А Министерство культуры живет из уст, как говорят по-древнееврейски, да, такое выражение, хаим мипи. Оно живет из уст Института истории нам. Вот. И очень просто. И получается, что музей истории Великой Отечественной войны, хотя имеет свой научный отдел, но научные сотрудники там никакой самостоятельностью не располагают. Они находятся под чиновниками Министерства культуры, а чиновники Министерства культуры живут из уст Института истории, откуда выходят непрерывно плеяды чиновников в чиновный истеблишмент, и таким образом все чудесно. Именно научный отдел Музея Великой Отечественной войны мог бы стать самостоятельным научным подразделением для изучения реального событий, того же Куропатского фейка, но не смеют. Мы с Александром Стефановичем в свое время вместе как-то обошли музей. Много интересного я узнал от него там. И обратил он мое внимание на всю глубину двоякого подхода к истории. Ссылочки на публикации Александра Стефановича будут под этим роликом и под всеми роликами этой серии о Маше Брускиной и под роликами о новом новодельном музее, который в Минске построен вместо того, что был. И там он подробно рассказывает, как, собственно, подготовлялась почва к подмене исторических понятий, как сорвалось превращение Беларуси в русофобскую антисоветскую территорию, как окрестных республик с юга и с севера, и музея оккупации так и не вышло, антисоветско-русофобского музея, но зерна для этого были посеяны, и местами они взошли.
кое в чем. В первую очередь, переставление акцентов с Великой Отечественной войны на Вторую мировую. Это все вы прочтете, дорогие товарищи, в публикациях Александра Степановича. Ссылки под роликом. А мы с ним беседовали там с сотрудницей музея, задали ей ряд вопросов интересных, которые свелись к тому, ну мы же ничего не решаем, потому что над нами чиновники, а решает Институт истории. Все вопросы к ним, претензии все к ним. Интересный момент, она сказала, что вот к нам и так много претензий, почему тут есть всякие такие фотографии документальные, от которых падают в обморок ученики, а потом нам пишут. Ну, я и говорю, собственно, понятно, что поскольку есть задача фальсификации истории. Поэтому, коль скоро уж вводят, все-таки учеников школ, все-таки музей Великой Отечественной войны, так будут там кто-то, кто будет падать в обморок, и в тот самый момент, или немножко до этого, будет знать весь интернет про это. Вот. Причем ведь такой момент, речь шла о документах, о фотографиях, малюсеньких, маленьких на стене, как от них падать в обморок? Почему какие-то есть, каких-то нет? Зато там есть громадная экспозиция в концлагерях, это рисунки художника Савицкого. Художник Савицкий, великий художник, и место его картинам, безусловно, в тех экспозициях, где его труды выставляются, и всяческие художественные экспозиции, посвященные тем или другим вопросам. А какое отношение это имеет к музею Великой Отечественной войны? Это музей документальный, там должны быть фотографии концлагерей, там должны быть документы про жертв и фотографии жертв. Там громадные полотна, которые обладают действительно сильнейшей силой художественной, философской. От них действительно, вообще-то, неокрепшие психикой школьники могут и падать в обморок. Так? Вполне может быть, да. Может быть. Сильнейшие картины. Только взрослые люди могут их смотреть. И философский смысл, который в них есть. И знаменитая картина, ну, все сейчас тут не осветишь. Там, где перед бульдозером, который гребет трупы, стоит немец и стоит капо. Капо еврей стоит. А что это? Его обвиняли. Почему? А что, неизвестно, что обслуживали юденполицай и различные люди еврейского же происхождения, которые обслуживали нацистский аппарат уничтожения точно так, как и из других всех возможных народов и этноконфессиональных групп, находились подонки. И эта картина, она обладает сильнейшей экспрессией, вообще такой художественной и философской. Вот. Но еле место в музее. В музее должны быть документальные фотографии. Документальные фотографии. Так. Вот. А речь зашла об обмороках именно в контексте того, что фотографий-то всяких нету, которые должны были бы быть. Маленькие фотографии на стенде. А громадные полотна, им место там, где художественные выставляются произведения, а не для детей школы. Дети школы должны изучать серьезные документы, основания, доказательства. Вот. А картины, на картины посмотришь, а потом тебе расскажут про зверство НКВД, подумаешь, дай-ка я нарисую картину про зверство НКВД. О, чтобы оно еще, значит, тоже было очень сильно и экспрессивно. Вот такие моменты в этом новом музее отметили мы с Александром Степановичем для себя, а он и для народа на своей страничке публикует. Будем надеяться, что публиковано будет это не только там. Многие из тех чиновников продолжают читать. Да. В музее все по-старому. Казачонок многозначительно поднял палец. На Мингорисполком надавили. Собственно, обратился к Казачонку, заместителю директора музея на то время. Как же так? Согласно постановлению Минского горисполкома, на барельефе, установленном на месте казни у дрожжевого завода, имя Маши Брускиной уже выбито после решения президента. А в музее все по-старому. Казачонок многозначительно поднял палец. На Мингорисполком надавили. На Мингорисполком надавили. Выполните решение президента.
А на музей не надавили, потому что над музеем Министерство культуры, а там всякие хорошие у нас были министры, вот. И они живут из уст Института истории. На них совсем другие люди давят и совсем в другом направлении. Размышляя над этим, Михаил Соломонович пришел к довольно простому выводу. Сила инерции огромна. Многие из тех чиновников, кто придерживался старой партийной установки не пущать, уже служили новой власти. Однако признавать неудобную для них правду не спешили, точь-в-точь, как скоропадским фейком. Признать значит держать ответ. А где же вы раньше были? Честно ответить на него этим господам, товарищам не позволяли амбиции. Номенклатура не привыкла признавать свою вину, даже тогда, когда она очевидна. Иначе бы она не была номенклатура. Сотрудники Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, понятное дело, выполняют указания Министерства культуры, которому подчиняются. Они работают в тесном контакте с коллегами из Института истории Национальной академии наук Беларуси. Там их научные консультанты. А эти консультанты, следуя установкам сверху, на протяжении многих десятилетий были ярыми противниками признания Маши Брускиной. Но все убедительные доводы, что на снимках казни именно она из этих стен следовала неизменно, не доказано. Особенно преуспел в этом отрицании доктор исторических наук профессор Литвин. Однако его солидные научные титулы отнюдь не заменили аргументацию. Доводы профессора настолько легковесны, что сразу же рассыпаются под напором множества бесспорных фактов. Тем не менее, когда Мингорисполком принял решение о признании Маши Брускиной, из Института истории поступил протест. Мать протестов. А тех, кто, исходя из идеологической целесообразности, не хотел видеть многократно и полностью доказанное. Тоже это неизвестно. Вот как. Когда уже президент принял решение, что Маша Брускина это Маша Брускина, и мы все надеемся, что он примет решение, что жертвы нацистов, ворочащие за Зеленым лугом, это жертвы нацистов, ворочащие за Зеленым лугом, а не мифические жертвы, никогда не производившихся там расстрела в НКВД. Так вот, Институт истории выразил протест, а сегодня Институт истории делает все, что можно, чтобы не дезавуировать ясно и четко Куропатский фейк. Можно представить смятение в их умах. Столько лет, еще с советских времен, следуя указаниям юдофобствующих идеологических чиновников, занимали они в отношении героини еврейки глухую оборону, а тут команда отбой. Обидно? Да. Однако не истину они отстаивали, написав протест Мингорисполком, а, как говорится, честь мундира. Только не худо было бы перед тем, как сражаться с покойницей, задуматься, а в порядке ли сам мундир. Но протест был отклонен. Здравый смысл взял верх. Тем не менее, в музее, как уже сказано выше, все еще продолжали держаться прежней линии. На высшем уровне у нас, слава богу, в республике, да, берет верх здравый смысл. Даже день 19 октября 2021 года я предложил называть День Победы белорусского здравомыслия. Это день, когда глава государства, собрал все высшее руководство страны и весь руководство медицинского истеблишмента, четко объяснил, что у нас правовое государство и беспредела, которые пытались вот эти все товарищи из медицинского истеблишмента руководящие и сотрудничавшие с ними по попустительской солидарности чиновники у нас завести, что это у нас в республике не пройдет. И, собственно, популярность главы государства среди белорусского народа взметнулась тогда на все возможные и невозможные высоты абсолютно среди всех групп населения, невзирая даже на их политические взгляды. Здравый смысл. Эти размышления и подвигли написать Михаила Нокштейна в газету белорусских евреев «Авив» статью «Замалчивание формы лжи».
а затем обратиться к министру культуры Республики Беларусь, внесите, наконец, ясность. К письму приложил и свою газетную публикацию. Ну, тут я замечаю, Александр Степанович говорит, газета белорусских евреев «Авив». На самом деле, исторические события такие были в годы развала Союза, что практически еврейского населения не осталось в Беларуси. Оно эмигрировало полностью, десятки тысяч еврейских семей, собственно, практически все выехали в самом начале 90-х годов, а те, кто были последующие. И газета «Авив» является сионистской, она по определению ориентирована на Запад. В эту газету мой покойный отец, сразу как только стали известны первые данные о раскопках в так называемых Куропатах, что там масса женщин, собственно, все, кто минимально знакомы с историей геноцида, поняли, что это именно такое место, так сразу как бы вот этот вой про НКВД уже только с базисных данных о том, что женские останки. Как Александр Степанович выяснил, и можно по ссылкам проходиться, проект Куропаты, проект защиты исторической памяти, под роликом ссылки. Там детские тоже останки были, но их наличие скрыли. А наличие женских останков нельзя было скрыть. Вот, так мой отец написал где-то там вот в районе 92-го года открытое письмо Павлу Якубовичу и послал его тоже в эту газету, и послал мне в Израиль тогда копии вот этих документов. И у меня по сей день они тут лежат после смерти отца, я разбирал его архив 10 лет назад, собственно, и нашел там вот эти вот документы, которые у меня в Израиле были присланы. И как раз тогда вышла книга, первая книга по куропатскому фейку, основательная, покойного Царства Небесное нам на долгие годы товарища Смолянка. И тогда я решил заняться этим делом. Вот. А газета «Авив», она, конечно, против... Сионисты против Запада не пойдут. Это близнецы-братья. А в вопросе Маши Брускиной, там вот поспекулировать на еврейском сантименте, тут они, конечно, были за. То есть попадать в белорусские власти, это как бы, вот тут она будет рада, эта газета. В любом случае, и неважно там. Советские, постсоветские, ведь Беларусь же не перевернулась в то, во что стали северные и южные соседи. И, соответственно, она так и не стала форпостом Запада. И даже в это безвременье тоже, ну как, тот самый народ, который в 94-м году избрал Барика, он же тут и жил, и поэтому газета «Авив» всю дорогу была рада попадать в белорусские власти. А вот в вопросе куропатского фейка нет. Значит, Михаил Нордштейн написал в газету «Авив» статью «Замалчивание формы лжи». Затем обратился к министру культуры Республики Беларусь. Несите, наконец, ясность. К письму приложил и свою газетную публикацию. Из этой газеты «Авив». Ответ пришел от замминистра Стружецкого. Ясности тот не внес. Музею поручено в кратчайшие сроки провести дополнительные исследования в отношении упомянутой вами фотографии. При необходимости внести изменения или уточнения в ее атрибуцию и, соответственно, в этикетаж экспозиции. Вот как чинобесие умеет, какие жонглерства словесные учинять, да? Изменения в этикетаж экспозиции, да, казненные герои, это этикетаж, там надписи в их отношении, это этикетаж, как в музее шкляных выробов каких-нибудь, да, этикетаж. О результатах данной работы вы будете проинформированы. Ответ весьма странный. Провести дополнительные исследования. Зачем? Исследований на данную тему более чем достаточно. Подвиг Маши Брускиной уже признан на государственном уровне. Так что же подвергать ревизии это признание? Признан на уровне главы государства. Но шел месяц за месяцем, обещанной информации все не было. Не имея возможности самому проверить ответную реакцию работников музея на отправленное письмо, Михаил Соломонович попросил это сделать меня.
Ничего нового, известной музейной экспозиции я не увидел. Все было как и прежде. Я не удержался от любопытства и послушал рассказ экскурсовода о первой публичной казни. Он меня удивил еще больше. Не задерживаясь в зале о казни, девушка, экскурсовод, бегло сказал одно предложение. Перед вами серия фотографий о казни подпольщиков в городе Минск. На мой вопрос, а поподробнее можно, она ответила: здесь же дети. Ну, я уже выше осветил наши с Александром Степановичем впечатления, значит, в отношении здесь дети и мои соображения на этот счет. Хотя за минуту перед этим довольно красочно и не по-детски рассказывала зверская фашистов в лагере смерти Тростенец. Да? То есть действительно соседствует, замечаю я, совершенно неразумное, непропорциональное воздействие на психику подростков всякими художественными средствами, и при этом отсутствие реальных исторических документов и фактологии. В кабинете номер 5 на мой вопрос, почему в экспозиции нет фамилии Маши Брускиной, сотрудник четко ответил, что то, чья личность на фото до настоящего времени не выяснена, потому что Институт истории, господа и товарищи, а он не сдается. Попытки получить более аргументированный ответ не увенчались успехом. Дисциплинированные сотрудники каждый раз заучено повторяли: не доказано. После получения сообщения о моем посещении музея, Михаил Нордштейн продолжил поиски правды. Он написал письмо директору музея Азаронку. К письму приложил на 15 страницах доказательства, собранные с 1968-го, независимо друг от друга, исследователями из Минска и Москвы, столицы нашей большой родины. Они разбивали до основания все против профессора Литвина. Кстати, Литвин доказательств и не опровергал, просто обходил их, замалчивая невыгодные ему факты. Прием для историка, прямо сказать, некрасивый. Ну, а я опять-таки, товарищи, ваше внимание обращаю на ссылки под роликом. Там вы можете посмотреть, как маститый историк в ответ на вопрос о Куропата просто орет. Он орет на того, кто задал ему вопрос. И наотрез отказывается обсуждать какие бы то ни было факты. И когда этому маститому историку много раз предлагали в любой обстановке, кулуарной, в формате круглого стола, в формате научно-общественной конференции, которую мы проводили в конференц-зале в здании Союза письменников, прийти обсудить факты, что ты говоришь как историк об этих фактах. А ответ от него был просто: а кто они такие, чтобы я с ними говорил? Корочки есть, доктора, кандидаты, там всякое такое. Ну, все это очень чудесно в этой книжке описано. Все механизмы, так сказать, да, и социопсихологические, и, собственно, политические, всех вот этих, значит, моментов, связанных с поведением белорусского исторического истеблишмента в постсоветский период. Прием для историка, прямо сказать, некрасивый. Письменный ответ директора музея порадовал. Решение этого вопроса о Маше Брускиной руководством музея является положительным. В феврале 2012-го Михаил Нордштейн снова приехал в Минск, встретился с Азаронковым, его заместителем Юдовиным. Казачонок уволен. От них он узнал, что после переезда в новое здание музея весьма обстоятельно будет представлена тема Холокоста. Тема Холокоста. Ну, это мы посвятили серию с Александром Степановичем «Геноцид советского народа неделим». И я планирую достаточно серьезную исследовательскую статью на эту тему поместить на одном из патриотических порталов. Почему мы говорим про нацистский геноцид и почему употребление термина Холокост является неправильным, и оно, собственно, способствует фальсификации истории. И тут мы видим, как оно способствует, да? То есть оно перекликается с юдофобскими настроениями, как мы отмечали, как я отмечал выше. Крайности сходятся, да?
какое отношение имеет идентификация личности казненной публично героини-подпольщицы к тому, что она еврейка? Только одно, что юдофобы не желали ее личность признавать. Только такое отношение. А вот теперь, чтобы поплясать пляски Голокоста, мы отнесем к Голокосту ее казнь. Ага, к Голокосту. А какой Голокост? Речь идет об историческом факте. Говорите об историческом факте. При чем тут Голокост? Они поспешили обрадовать, что часть экспозиции, посвященная Маше Брускиной, уже в работе, а ее открытие в новом здании запланировано на март. Но, увы, к указанному времени имя мужественной подпольщицы так и не появилось. Вот так. Казалось бы, чего проще? Поместить под снимками короткую аннотацию, информирующую не только о том, где и когда совершена казнь, но и назвать поименно 3 казненных патриотов. Иными словами, наконец-то восстановить вопиющий, позорный для музея пробел, героиня которой почти полвека здесь держали в неизвестных, Маша Брускина, четко и ясно. Однако в музее не спешили. После возвращения за границу Михаил Норшин получил по электронной почте проект новой экспозиции. Там была фотография барельефа, установленного на месте казни подпольщиков. Если много лет под ним были только 2 имени, Кирилла Труса и Володи Щербацевича, то в 2008 появилась и 3-я, Кирилла Трусова, 3-я, Маши Брускиной. А что же с аннотацией под снимками казни 3 подпольщиков? Написано ли там их имена? Увы, мы видим совершенно какое-то такое шизопараноическое упорствование. Раз они писали десятилетиями неизвестное, вот там, где они писали неизвестное, они не могут. Гордыня чинобесия не позволяет заменить неизвестное на Машу Брускину. Всюду напишут Маша Брускина. А вот сказать, что мы писали неизвестное там, где была Маша Брускина, это, надо сказать, парадигма поведения чистых безбожников. Безбожников в чистом именно теологическом смысле. То есть, я не говорю люди, которые как бы там, кто воцерковленный, кто нет, соблюдает то или это отдельно. Но человек понимает, что есть Бог, есть совесть и есть требования к человеку. Бог в понятиях авраамийских религий, которые предъявляют человеку требования. И люди, которые обладают такой верой, они понимают, что человек должен признавать неправоту, то он покаяться. Под напором фактов, в тех или иных вопросах, под пересмотром каких-то моментов, под напором своей совести, совершенно неважно, какую он занимает должность, чтобы в некоторых моментах человек должен сказать: я тут ошибся. Была ошибка. И даже хоть не говорить, хоть дела сделать. Те, кто чисто безбожники в душе, именно в душе безбожники. И неважно, где сколько ходит, кто-то поклоны отбивает или нет, и что-то он, безбожник в душе, никогда не даст попятный ход, никогда не признает ошибку. Тот, кто вот, у кого это становится вот таким шизопараноическим упорствованием, кругом мы уже напишем, что это Маша Брускина, а вот там, где мы писали неизвестное, мы там же написать, что это она. Ну никак. Написано ли там их имена? Ой, появление же фотографии барельефа с упоминанием Маши Брускиной. Своего рода маневр. С одной стороны, признание ее как подпольщицы. Куда теперь денешься от этого, если она уже признана главой государства? А с другой, снова уход от прямого ответа. Так кто же все-таки та неизвестная на снимках казней? Видимо, очень уж не хотелось руководству музея признавать свою уже через край неприличную необъективность в этом вопросе на протяжении более 4 десятилетий. Это вынудило Михаила Соломоновича снова написать директору музея Заронку: этот барельеф всего лишь памятный знак, а вот снимки казни — это уже исторические документы, отобразившие события. Так что же получается? Барельеф сам по себе, а эти снимки тоже сами по себе. Почему они остаются безликими? Ведь внимание посетителей музея привлекают прежде всего
снимки казни, обошедшие весь мир, да ни под одним из них имени Маши Брускиной как не было, так и нет. Какое-то половинчатое признание юной подпольщицы. Думается, руководство музея наконец все-таки поняло бесперспективность всех этих ухищрений. 4 июля 2012 Михаил Нордштейн получил письмо за подписью директора данного учреждения. Уважаемый Михаил Соломонович, по вашей просьбе высылаем текст аннотации эпизоды публичного покарания 26-го стрічника 41-го года каля проходной фабрики «Червоная зора». Зараз мінський дрожжавий комбінат по вулиці Кастричницькій. Тут загинули вучень середньої школи, робочий вагоноремонтного завода и выпускница средней школы. С уважением. Так закончилась эта история, начало которой было положено в 1941-м. История героизма, подлости, гражданской порядочности и халуйской трусости, подвижничества и равнодушия. Осталось лишь дождаться заслуженных посмертных почестей юной героине, отныне живущей. Когда издана эта наша книга? Да, она у нас издана в 2014 году. И если во многих странах мира Маше Брускиной поставили памятники, где-то назвали ее именем улицы и школы, закладывают памятные камни на площадях, то в родном Минске улица, проходящая рядом с местом ее казни, до сих пор безлико называется Октябрьской. Ну а ура, патриоты псевдосоветского толка, которые на эту последнюю фразу рассказа о Маше Брускиной скажут, как Октябрьский это безликий. Да, в данном случае это безликий. Великая Октябрьская социалистическая революция, она, так сказать, вот, да, Великая Октябрьская революция. А улицу, со времени, по мере того, как отдаляются от нас события Великой Отечественной войны, стоит максимум людей, чьи имена хорошо известны, увековечить в различных топографических названиях. И можно также такие стандартные, как Октябрьская, конечно, изменить на улицу нашей Брускиной. Спасибо за внимание, товарищи. Отстоим историческую правду. Боже помощь.